Ущерб в миллиард рублей, средняя урожайность 28 центнеров с гектара и 26% убранной площади в районах республики. Можно сказать, только к концу лета началась жатва. В закромах зерна пока втрое меньше, чем успели собрать к этому времени в прошлом году. Но виной тому непогода. Сейчас аграрии стараются по максимуму использовать солнечные дни, поэтому трудятся в полях практически в круглосуточном режиме. Репортаж Алии Ильтубаевой. Пока благоволит погода, опытный комбайнер Фидан Даутов сел за управление уборочной машины. Жатву озимых, зерновых и зернобобовых культур аграрии планируют завершить в кратчайшие сроки. На поля Стерлитамакского района техника выехала лишь на прошлой неделе. Всему виной проливные дожди. Хотя весной синоптики прогнозировали засуху, с учетом которой и обрабатывали поля. Первый раз сколько лет работаю, первый раз такой год. Такого еще не было. Ну, стояли большинство, на других работах работали. Подремонтировались большинство. Уборка вроде нормально идет. Жатва озимых в республике должна была начаться еще в середине лета. А спустя 3 недели планировали начать уборку яровых. Темпы сбора зерна по сравнению с показателями годовой давности оказались ниже в 3 раза. Непогода не позволила начать работу раньше. На сегодняшний день ущерб агропромышленному комплексу уже составил миллиард рублей. Проблем таких особых нет сейчас, кроме того, что у нас в этом году погибло около 2000 гектаров озимой ржи. 2000 гектаров гороха практически тоже сгнило. Ну, успели взять семена озимых культур. Сейчас надеемся нормально взять семена яровых. Урожай погиб в большинстве районов республики. В частности, проблема коснулась аграриев Шаранского района. С погодными условиями есть уже потери. Пшеницу мы до сильных дождей успели убрать. А вот озимая Вика сильно полегла и много потерь. На сегодняшний день у нас еще осталось 200 гектаров убирать, а общие 500 гектаров. Вот сейчас поле убираемый ячмень. Несмотря на сырость, стараемся убрать без потери. Урожай очень хороший. За сейчас бункер можно намолотить. Одновременно в хозяйствах Башкортостана идут работы по подготовке почвы под возделывание озимых культур. Уже сеют рожь и планируют переходить к пшенице. Закладывают будущий урожай. Рабочим предстоит обработать более 370 тысяч гектаров, из которых засеяли только 2,5. Из-за дождей и гибели посевов с июля в 50 районах и городе Кумертау ввели режим ЧС. Хозяйства уже предоставили необходимые документы. Это позволяет нам сегодня списывать определенные площади, то есть их не убирать, особенно те, которые застрахованы страховыми компаниями. Поэтому мы сегодня это активно работу ведем, это актирование, подготовка документов, ну и работа со страховыми компаниями. Сегодня данное мероприятие уже проводится. Мы надеемся, что страховые компании выплатят те необходимые суммы, которые положены аграриям. На максимуме работают сушильные комплексы. Аграрии Чекмагушевского района бросили все силы на сохранение собранного урожая. Влажность снижают до 13%. Приходилось даже обмолачивать зерно при влажности 20-21, иногда и 22, потому что прогноз погоды был неутешительный. Где-то 15 тысяч тонн мы успели, конечно, вовремя убрать. То, что успело прорасти, отправляют на фураж. В целом в районе намолотили почти 500 тысяч центнеров зерна. Это только треть от всего урожая. Зерно принимаем каждый день. Уже мы с начала уборки 6 тысяч зерна обрабатывали. Сначала чистим, потом сушим. Зерно это влажное. Постараемся днем чистим, а ночью уже сушим. Двухсменная работа. Задержки нет. 50 тонн за час мы сушим. Тем не менее, дефицита продовольствия и муки в республике ожидать не стоит. Комментируют ситуацию в Минсельхозе Башкортостана. Уверяют, полки пустовать не будут. Активно в фазе находится предуральская и южная зона, зауральская и северо-северо-лесостепь. Значит, у нас немножко опаздывает, потому что у них озимых культур нет, у них в основном яровые культуры. Если у нас сентябрь весь будет, ну, скажем так, недождливое, солнечное, конечно,
Культура сегодня набирает обороты, поэтому мы, думаю, вовремя уберем. В текущем году нас ожидает перепроизводство основных видов сельхозкультур с учетом переходящих запасов, поэтому у нас каких-либо проблем с продбезопасностью мы не видим. Кроме того, началась копка сахарной свеклы. Собранный урожай примут 2 завода – Раев сахар и Чешминский сахарный, каждый из которых сможет переработать более 1 миллиона тонн корнеплодов. В целом, говоря о сложившейся ситуации, пока солнечно, оперативно идет жатва. Аграрии настроены позитивно и стараются помочь республике пополнить прилавки магазинов хлебом собственного производства. Алия Ильтубаева. Итоги недели.